8 марта 1784 года появилось первое сообщение генерал-майора Пеутлинга о выступлении в ауле Алды шейха Мансура. Шейх Мансур или Ушурма – крупный военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев конца 18 века. Шейх Мансур родился по одним данным в 1765, по другим в 60 году в селении Алды Большой Чечни. Точно известно, что шейх Мансур происходил из тайпы Элистанжой. Отец Мансура Шаабаз был родом из села Элистанжи. Некоторое время семья жила в селе Хатуни, затем обосновалась в селе Алды, где родился Мансур. Движение под предводительством Мансура охватило не только Чечню, но и северо-западный Кавказ. После серии удачных походов и сражений силы Мансура были истощены, и он был вынужден с последними отрядами укрыться в занятой турками Анапе. В июне 1791 года в ходе штурма и взятия царскими войсками Анапы Мансур попал в плен. По другим данным, сдался в плен в обмен на то, чтобы отпустили его Сарапи. Умер в Шлиссельбургской крепости в апреле 1794 года. В конце февраля, начале марта 1840 года в Чечне вспыхнуло всеобщее восстание под руководством Шуайба Муллы Центароевского, Джавадхана Даргоевского, Ташавхаджи Саясановского и Исы Гендаргиноевского. Уже в начале марта чеченский мулла Магомед Хаджи вместе с беглым из Дагестана Шамилем прибыл в верховье Аргунского ущелья с призывом чеченцам подняться на Газават. 7 марта Шамиль прибывает в чеченское селение Урус-Мартан, где встречается с чеченскими предводителями Исой Гендаргиноевским и Ахвердым Агамой. Вскоре Шамиль был избран имамом Чечни. 1 марта 1904 года среди чеченцев было объявлено о формировании сотни для отправки на русско-японскую войну. Народы Кавказа призыву не подлежали, но известия о начале русско-японской войны всколыхнули весь Кавказ, и к наместнику императора на Кавказе стали поступать многочисленные обращения от делегаций горских народов, в том числе и от чеченцев, желавших принять участие в войне. Каждый всадник прибывал в дивизию, как правило, со своим конем, шашкой и кинжалом. Наплыв желающих служить был столь велик, что это позволило развернуть целое соединение – Кавказскую конную бригаду, в которую вошли и чеченцы. Именно в русско-японской войне отличился и чеченец-генерал от артиллерии Ирисхан Алиев. За участие в этой войне Алиев был награжден золотым оружием и орденами Святого Георгия 4 степени, Станислава и Анны 1 степени. Позже Алиев участвовал в Первой мировой войне, командуя одно время российским корпусом. Погиб вместе с сыновьями от руки большевиков в годы гражданской войны. 101 год тому назад, в начале марта, по Терской области был распространен приказ о создании во главе с войсковым старшиной Вербицким временного охотничьего отряда, на который, в частности, возлагалось поручение по поимке и уничтожению Абрека Зелимхана и его единомышленников. Движение обречества рассматривалось народами Кавказа как форма индивидуального террора и протеста против личной несвободы. Именно в силу этого за образом Абрека утвердилась слава благородного и благочестивого человека. Наибольшую известность в дореволюционный период получил чеченец Абрек Зелимхан из села Харачой. Он начал свою борьбу в 1901 году. За его голову царская администрация назначила большую награду, которая все время росла на протяжении 13 лет, пока Зелимхан был неуловим для властей. Целый ряд чеченских аулов были обложены большими штрафами за укрывательство Зелимхана. Несколько селений пострадало от карательных экспедиций. Только лишь в 1913 году нашелся предатель, который сообщил властям о его местонахождении. Тяжело больной Зелимхан был обнаружен в сентябре 1913 года и убит около села Шали. 5 марта 1948 года родился Хамид Азаев, народный артист ЧССР. Среднее образование получил в Дышневедено в 1967 году. С 1968 по 1973 годы учился в Москве в чечено-ингушской студии ГИТИСа. Многие годы был занят в основном в театре. Хамид Азаев снимался в нескольких художественных фильмах. 2 марта 1953 года в городе Узген Киргизской ССР родился Имран Усманов, поэт, певец и композитор. В 70 году окончил Нажаюртовскую среднюю школу. В 15 лет стал выступать в вокальном ансамбле «Голос гор». С 71 по 73 годы служил в рядах советской армии. После службы успешно закончил начатое за год до призыва в армию обучение в Республиканском музыкальном училище. С 76 по 81 годы учился в Ростовском музыкально
Музыкально-педагогическом институте по классу «Сольное пение». В 1987-м присвоено почетное звание «Заслуженный артист ЧССР». В 1999-м стал народным артистом Чеченской Республики. Имран Усманов является академиком Международной академии духовного единства народов мира, член Союза писателей Чечни, автор 2 сборников стихов на чеченском языке, а также исполнитель свыше 200 песен. 1 марта 2007 года тогдашний президент Российской Федерации Владимир Путин официально предложил кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента Чеченской Республики. Принимая это решение, я исходил из того, что и многое сделано для восстановления Чечни за последние годы и в качестве заместителя председателя правительства Чеченской Республики, и в качестве его главы, отметил Владимир Путин во время встречи с Рамзаном Кадыровым. Уже 2 марта 2007 года парламент Чеченской Республики одобрил наделение Кадырова полномочиями президента республики. 5 апреля 2007 года в городе Гудурме состоялась официальная церемония инаугурации Рамзана Кадырова в должности президента Чеченской Республики. Свой первый президентский указ Рамзан Кадыров посвятил национальной политике. Цитата: «Эту концепцию мы разрабатывали особо тщательно, готовили ее около 2 лет. Она одобрена обеими палатами парламента Чеченской Республики, и я уверен в том, что именно с такого документа мы должны начать свое дальнейшее движение». Конец цитаты. Этот день стал еще одним важным шагом на пути мирного и стабильного развития республики. Работу по возрождению Чеченской Республики, реализации ее значительного потенциала, обеспечению безопасности граждан и повышению их благосостояния Рамзан Кадыров продолжил уже в новом качестве.